Здравствуйте, дорогие студенты! Я рад приветствовать вас на онлайн-уроке. Если отсутствующие, какая готовность к уроку? Но перед тем, как начать урок, у меня к вам просьба. При технических неполадках соблюдая тишину, подключиться к уроку заново. Сегодняшняя тема урока – имя числительное, классификация числительных. Цель урока – углубить сведения об имени числительном как о части речи, совершенствовать навыки правописания имен числительных. Если я вам задам такой вопрос: сколько тебе лет, какое сегодня число? При ответе вы используете имена числительные. Сегодня на уроке мы поговорим о числительных. Небольшая история. Цифровая система 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, которой пользуются в настоящее время во всем мире, возникла в Индии примерно 1500 лет назад. В середине VII века начались военные арабские походы, завершившиеся завоеванием стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, Юго-Западной Европы и созданием к началу IX века арабского халифата. Арабы восприняли индийскую цифровую систему и распространили ее на территории халифата. Отсюда она сравнительно быстро перекочевала в европейские страны и со второй половины XV века стала главной системой цифровых знаков во всем мире, получив название арабской. Название числительное является производным от слова «число» и образовано по аналогии с наименованием двух других именных частей – существительное, прилагательное. По частоте употребления в речи числительное занимает 8-е место. Имя числительное – уникальная часть речи. Чьи числительные можно назвать? В любом толковом словаре числительные приведены полностью, а новые вряд ли появятся. Но это ограниченное количество слов может образовывать неограниченное число сочетаний для обозначения любого количества. Числительные бывают количественные 1, 2, подразделяют на целые 1, дробные 1, четвертая, третье, собирательные 4, порядковые 1, 2, 3. Приведем некоторые примеры. 7 – это будет у нас собирательное числительное. Вернемся к уроку НВП. В одном ряду стоят 10 солдатов. 1, 2, 3, 4, 5. Это будут порядковые числительные. Числительные бывают дробные. Обыкновенные дроби. 1 четвертая, 2 третьих, 3 четвертых, 7 восьмых. Десятичные дроби. 0,25, 1,2, 2,5, 5,2. Числительные бывают простые, состоящие из одного слова. 2, 100. Сложные, состоящие из двух корней. 5, 10. Составные, состоящие из нескольких отдельных числительных. 2202. Рассмотрим синтаксическую роль числительных. Числительные могут выступать в роли любого члена предложения. Количественные числительные могут быть и главными, и второстепенными членами предложения. Для того, чтобы определить синтаксическую функцию имени числительного, нужно правильно поставить к нему вопрос. Подлежащее всегда стоит в именительном падеже и отвечает на вопрос «кто что». Например, что? 10 минус 2 равно 3. Кто? 13 альпинистов бесследно исчезли в горах. Сказуемое обычно обозначает действие или состояние подлежащего. Если сказуемое выражается числительным, как правило, оно обозначает результат и отвечает на вопрос «сколько?». Например, 333 делится на 111. Сколько? 3. Дополнение. Выраженное сочетание количественного числительного с существительным отвечает на вопросы чего, чему, о чем, чем, что. Например, кому 46 ученикам школы вручили грамоты. На день рождения мне подарили что? Целых 5
коробок конфет. Определение, выраженное порядковым числительным, отвечает на вопросы какой, какая, какое, какие, какими, каких, каким. Например, какая? 7-я. Кандидатка понравилась всем членам жюри. Обстоятельства, выраженное числительным, обычно отвечает на вопросы где, когда, как долго, каким образом и так далее. Например, где в 7 милях от дома они поняли, что выехали зря. Он предложил встретиться когда? В 6 часов вечера. Количественное имя числительное отвечает только на один вопрос. Сколько? Его можно ставить в формах разных падежей. Например, на поле работало сколько? 8 тракторов. Квадратный корень из скольки? 81 равен скольким? 9. В этом раунде им удалось победить скольких? 3 соперников. Рассмотрим склонение числительных. Количественное и собирательное. В именительном падеже ставим вопрос. Сколько? Количественное 5, собирательное 5. Родительный. Скольких? 5 пятерых. Дательный. Скольким? 5 пятерым. Винительный 5, 5 неодушевленный, 5 одушевленный. Творительный. Ставим вопрос. Сколькими? Количественные 5, собирательные 5. Предложенные о скольких? О 5, о 5. Рассмотрим склонение существительных в мужском, женском, среднем и во множественном числе. В именительном падеже 5, мужской род будет 5, женский род 5, средний род 5, множественное число 5. Родительный 5, женский род 5, средний род 5, множественное число 5. Дательный 5, женский род 5, средний род 5, множественное число 5. Винительный 5 одушевленный, 5 неодушевленный. Женский род 5, средний род 5, в множественном числе 5 одушевленные, 5 неодушевленные. Творительный 5, 5, 5, 5. Предложенный о 5, о 5, о 5, о 5. Склонение собирательных числительных. В именительном падеже оба мальчика, обе девочки, 3 друзей. Родительный обоих мальчиков, обеих девочек, 3 друзей. Дательный падеж обоим мальчикам, обеим девочкам, 3 друзьям. Винительный падеж обоих мальчиков, обеих девочек, 3 друзей. Творительный падеж обеими мальчиками, обеими девочками, 3 друзьями. Предложенный падеж об обеих мальчиках, обеих девочках, 3 друзей. При склонении дробных числительных изменяются обе части по образцу склонения количественных и порядковых числительных. Именительный падеж 7/5, родительный 7/5, дательный 7/5, винительный 7/5, творительный 7/5, предложенный о 7/5. Расшифруйте и запишите текст. Вскоре 7 о 5 сядет за стол. Блещущий чистотою сестрицы едва ухитрились предварительно приготовить обед. Осетрина. Столько устриц предстоит целый мир. Уважаемые студенты, запишите задание на дом. На этом урок у нас окончен. Спасибо за внимание.